Это летняя оздоровительная база «Алмаз». Территория детства, творчества, дружбы и радости. Говорят, что лето – это маленькая жизнь, которую в Алмазе каждый год проживает более 600 детей. Отдых, оздоровление, развлечения – здесь есть все, что доставляет детям радость. Я в детской оздоровительной базе «Алмаз» уже не первый раз. Езжу сюда третий год, очень нравится. Больше всего для меня выделяется это скалодром и, как добавилась в этом году, солевая комната. Там очень красиво. Мне тут нравится больше всего кружки. В прошлом году я ходил на световое шоу, а в этом году хожу на якутские игры. Мне больше всего понравилось в бассейне, потому что сначала мы были в маленьком, потом в большом. Кормят нас вообще отлично. Если честно, я бы отсюда не уезжала бы, я бы тут осталась бы жить. Я научилась общаться с людьми, я научилась как-то проявлять себя в большой компании. Все очень классно, мне тут очень нравится. Самый большой в районе бассейн, самый большой веревочный парк, скалодром, батуты, профессиональное футбольное поле, детские площадки, качели, велосипеды и очень много самых разных творческих и спортивных направлений на любой вкус. В этом году лагерю исполняется 65 лет, но он еще молодой. Наш лагерь не стареет, а становится моложе с каждым годом. Очень многое делается ежегодно для нашего замечательного лагеря. Каждый год это какая-то новая фишка, это что-то интересное, это что-то современное. В прошлом году, если это был скалодром, то в этом году ожидается тоже много интересных новых площадок, батут новый будет. Поэтому я думаю, что в этом году ребятишкам обязательно тоже будет чем заняться. Свою самую первую смену пионерский лагерь принял летом 1958 года. Это было аж при Никите Хрущеве, а Ленск тогда даже не был городом, а поселком Мухтуя. Депутат районного совета Татьяна Михайловна Седых в Алмазе отдыхала в детстве, а затем стала его директором, который бережно хранит все самое важное. В моем детстве, конечно, это были деревянные корпуса, неотапливаемые. Купались мы на реке. У нас еще была такая система оповещения, я почему-то ее запомнила. Пользовались мы ей или нет, я не помню. У нас возле радиорубки висел такой тяжеленный кусок рельса, по которому в экстренных случаях ударяли металлическим предметом. Вот это я очень хорошо запомнила. Годы работы в лагере, конечно, являются самыми плодотворными, самыми интересными, самыми, наверное, любимыми, самыми важными для меня в моей жизни. Это были интересные и смотры песни строя, это были и линейки, это были и конкурсы, и КВНы. И вот у меня сохранились даже воспоминания детей, которые в стихах написали свое отношение к нашему лагерю. Вот могу немножко зачитать. В Алмазе я не первый раз, скажу сейчас вам без прикрас. Понравилось мне все у вас, вернусь я к вам еще не раз. Это действительно, тот, кто побывал один раз в лагере, они, конечно, приезжали потом еще и еще. За 65 лет в лагере сменилось множество руководителей, и каждый старался сделать Алмаз лучше. Особенный прорыв в своем развитии и оснащении лагерь получил в структуре акционерной компании «Алроса», когда в течение 25 лет в разных должностях им руководил Владимир Викторович Шардаков. При нем здесь были построены новые жилые корпусы, отдельная столовая, благоустроенный клуб, медицинский центр. А в 2010 году сердце детского лагеря – крытый профессиональный бассейн с 2 чашами, где можно проводить даже международные соревнования. Бассейн – это его личная идея, поддержанная компанией «Алроса». До 1981-1982 года дети купались в реке Лена. Были организованы купания там и купались. Потом было принято решение, вот на этом месте был вырыт бассейн, 25 на 50 метров был вырыт бассейн, он глубокий, глубина его 1,5 метра была, длинный большой бассейн. Но когда его построили, он не успевал нагревать воду. И купаться в нем не получилось, в этом бассейне купаться. Потом, когда мы начали делать реконструкцию всего лагеря,
полностью все. Корпуса поменяли, клуб новый построили, столовую, то, значит, в нашей концепции было и строительство бассейна, крытого бассейна. Стройка шла очень интересно, были всевозможные казусы, значит. Однажды я приезжаю весной сюда, забиваются сваи, я прихожу, говорю, так, стоп, вы что делаете? Сваи делаем. Я говорю, да вы свайное поле неправильно забили. Как неправильно? Вот у нас с левой стороны, значит, большая ванна, вот у нас с правой стороны малая ванна. Я говорю, да неправильно, наоборот. Как наоборот? Где проект? Прораб приносит проект, раз не подает его. Я говорю, так ты проект вот так разверни. Юг-то там, север там. Разворачивают проект, 180 свай неправильно забиты. 2 недели просят, перебивают сваи заново. Ну, были и такие моменты. Поэтому приходилось сюда приезжать не только каждый день, а на период уже запуска, вот 2010 год, значит, начиная с весны, по 3 раза в день приезжали, потому что надо было отслеживать все. Ну и вот запустили бассейн в 2010 году, на первую смену мы его запустили. А с 1 января 2021 года у ДОП «Алмаз» началась новая страница истории. Он перешел в ведение муниципального образования Ленский район и стал структурным подразделением муниципального учреждения дополнительного образования СРГ. Жизнь в лагере заиграла новыми и яркими красками. Глава Ленского района Жумарт Абельманов сказал сразу: Ленский лагерь станет лучшим в республике, и он своего добился. Сейчас отдых в Алмазе – это награда. В лагере бесплатно отдыхают дети, добившиеся высоких результатов в учебе, творчестве и спорте. Также путевки выдают детям из малообеспеченных семей. А с нынешнего года среди отдыхающих очень много детей мобилизованных жителей. Глава района всегда рядом с отдыхающими. Он посещает лагерь регулярно и вместе с детьми решает, как развиваться Алмазу. Мы должны постараться дать нашим детям максимально комфортный отдых в летнее время именно у себя в районе. Поэтому, когда вопрос стал о приеме лагеря в Ленский район, я ни минуты не сомневался. Мы взяли же такую тематику. Каждый сезон мы с детьми проводим, каждый заезд проводим с детьми круглый стол. И уже, скажем, задаем детям вопросы там, по проживанию, по комфорту, по досугу, по питанию, что нравится, что не нравится, что дети хотели бы дополнительно видеть. Соответственно, скажем, уже 2-й год мы же, скажем, работа лагеря уже выстроили уже по пожеланию детей. Детский лагерь в районе 3-й год. За это время он не только пополнился новыми аттракционами и развлекательным оборудованием. Здесь отремонтировали жилые корпусы, заменили коммунальные системы, закупили новую мебель, постельные принадлежности, инвентарь для столовой, обновили медицинский корпус, где появилось дополнительное оборудование и соляная комната. Теперь дети, не выезжая на море, могут лечить бронхолегочные заболевания, в том числе астму. А еще в Алмазе изменилась входная зона. Там установили кованые лавочки, а на въезде с трассы новую яркую стеллу. За 3 года сделан серьезный прорыв в материально-техническом оснащении детской оздоровительной базы. Это видят и дети, и родители. Конечно, мы сохранили добрые традиции Алмаза, но и внесли много новшеств с учетом пожеланий детей. Мы не будем останавливаться на достигнутом и постараемся с каждым годом улучшать качество отдыха в нашем лагере. Каждый год в лагере работает педагогический отряд «Стрекоза» из Новосибирского педагогического университета. Это тоже традиция, заложенная компанией «Алроса» еще в начале 2000-х. Для детей вожатые становятся родными, ведь именно они проводят с отдыхающими 24 часа в сутки и вносят в лагерную жизнь смех, радость и развлечения. Мы начинаем готовиться заранее, чуть ли не сразу же, как прилетели. То есть у меня есть костяк, это методический отдел. Вот, в частности, Никита Михайлович, мой методист, он отвечает за художественную деятельность, он мой заместитель. Мы с ним прорабатываем программу заранее, все это согласуем с университетом. Потом идет после Нового года набор вожатского коллектива. Мы смотрим, собираем сборы. На сборах проводим комплекс мероприятий, на которых отбираем тех ребят, которые смогут хорошо работать с детьми.
То есть это коммуникативные, творческие люди, настроенные на все лето отдаваться полностью детям, отдавать себя, так сказать, педагогической деятельности и двигаться в этом направлении. Поэтому, да, работа ведется, работа серьезная, и мы стараемся заранее все сразу подготовить. И вот, естественно, с Ксенией Викторовной держим связь с нашим директором, как, что у нас происходит, какие планы есть, все это согласуем, и вот так дружной командной работой вместе едем уже работать. Кстати, Егор Прут в ДОП «Алмаз» уже 4-й раз. И именно здесь, в Ленском лагере, он создал свою семью. С будущей супругой они вместе работали вожатыми, а затем стали парой. В ближайшее время в семье Прут родится первенец – маленький алмазик. Кроме вожатых в лагере трудятся воспитатели, спортивные инструкторы, руководители кружков и секций, повара, медицинский персонал, уборщики помещений, озеленители, дворники. Всего более 60 человек. Все эти люди делают отдых в лагере не только веселым и ярким, но также полезным и удобным. Ленский тренер по карате Юлия Ермакова во время учебного года тренирует детей, а летом работает в лагере «Алмаз» воспитателем. Это уже традиция его семьи. Целая династия у нас здесь прошла в лагере. В 70-м году здесь начинала работать моя бабушка. Тогда она была Найденова Валентина Антоновна. Она работала здесь поваром. И она была здесь с моей мамой. То есть моей маме было тогда еще совсем немного лет 10, наверное. Здесь и моя дочь была в 2 раза. Ей очень все понравилось. Сын у меня здесь был в том году. Вот. То есть все мы прошли здесь этот путь. С каждым годом отдых в лагере становится все популярнее. В этом году по продаже путевок был поставлен рекорд. Их разобрали за 2 дня. А все потому, что развитие лагеря продолжается. Уже в этом году здесь устанавливают новые аттракционы. Трубный троллей, скалодром для самых маленьких, уличные площадки. А в будущем будут строить новые жилые корпусы. Понимаю, что сегодняшний день у нас лагерь наплыв идет неплохой. Желающих с каждым годом все больше и больше отдохнуть в нашем лагере. Поэтому сейчас мы принимаем решение. Территория лагеря позволяет. В этом году мы отпроектируем еще 3 корпуса дополнительных, чтобы мы могли максимально детей принять, насколько это возможно. Лагерь «Алмаз» – это судьба многих поколений ленчан. С 1958 года здесь отдохнуло более 35 тысяч детей. Когда-то и сегодняшние отдыхающие будут вспоминать свои летние каникулы с ностальгией. Ведь яркие воспоминания из детства купить невозможно. Счастьем и радостью в «Алмазе» делятся уже 65 лет.